Ижевск – город оружейников. Его история – это история железоделательного завода, созданного во второй половине XVIII века по указу Елизаветы Петровны и основанного в начале XIX века оружейного завода. На плотине Ижевского пруда напротив главного корпуса оружейного завода установлен памятник видному деятелю горного дела России Андрею Федоровичу Дерябину, основателю завода. При нем поселение приобрело ярко выраженные черты города. Открылись первый госпиталь для оказания медицинской помощи рабочим, горная школа для подготовки технических кадров на Ижевском заводе, утвержден первый генеральный план города Ижа, разработанный зодчим Семеном Дудиным, надолго определивший архитектурный облик и развитие Ижевска. Уже после перевода Дерябина в Санкт-Петербург в 1815 году завершилось строительство основной части главного корпуса оружейного завода. В конце XIX века среди офицеров и чиновников завода зародилась идея о создании библиотеки для рабочих, для привлечения их к чтению прямо в заводских стенах. В 1899 году в мансарде главного заводского корпуса под башней открыта бесплатная народная библиотека-читальня для рабочих и мастеровых ижевских заводов и их семей. Учреждена она была на средства офицеров и чиновников, служащих на заводах, и вольно-наемных лиц. Примечательно, что через год рядом с помещением, где располагалась библиотека, открылся заводской театр. Первым попечителем-директором библиотеки-читальни был назначен помощник начальника ижевских заводов гвардии капитан Севастьянов. Одним из первых библиотекарей стал экономист, актер-любитель заводского театра Николай Филимонов. Первоначальный фонд читальни составлял 466 книг. За первый год библиотеку посетило 4040 человек, а постоянное число читателей составляло 462 человека. Популярность читальни у рабочих росла с каждым годом. В 1901 году ее посетило 5000 читателей и было выдано более 6000 книг на дом, а их количество выросло до 1070. Особой популярностью у читателей пользовались произведения Фенемора Купера, Луи Буссенара, Жюля Верна, Ивана Тургенева, Валентина Крестовского, Артура Конан Дойла, Райдера Хаггарда, Мельникова-Печорского. Фонд библиотеки включал энциклопедические издания, книги по русской и всеобщей истории, географии, медицине, художественную литературу. В основе фонда издания XIX – начала XX веков, книги всех крупнейших издателей – Брагауза и Эфрона, братьев Гранат, Сытина, Сойкина, Маркса, Вольфа. В столетний юбилей библиотеки, в то время профсоюзной библиотеки Ижевского машиностроительного завода, было присвоено имя основателя оружейного производства на Ижевском заводе Андрея Федоровича Дерябина. И сегодня, через 120 лет со дня основания, библиотека имени Дерябина, крупнейшего оружейного концерна «Калашников», представляет интерес для историков-исследователей, краеведов, библиофилов и всех, кого привлекает история Ижевска и Удмуртии.